Школьная форма, портфель, канцтовары. Сколько стоит собрать ребенка в школу, узнавали наши корреспонденты. Маленький пешеход – большая проблема. В республике идет профилактическая операция «Внимание, дети». Звезда по имени Солнце. Этот и другой нетленные хиты сибайцы могли услышать на концерте памяти Виктора Цоя. Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха. А теперь об этом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В Башкортостане проходят августовские педсоветы. На конференциях работники образования республики обсуждают реализацию задач, поставленных руководством региона на новый учебный год. В Сибае педсовет состоится 24 августа, а торжественная линейка в школах намечена на 2 сентября. Между тем, родители и дети в эти дни активно готовятся к сентябрю. В обязательном списке покупка школьной формы и приобретение канцтоваров. Сколько сегодня стоит собрать ребенка в школу, узнавал Ренат Музафаров. Собрать ребенка в школу – удовольствие не из дешевых. Последний месяц лета для семей, где и школьники, становится весьма разорительным и сопоставимым по расходам разве что с подготовкой к новогодним праздникам. Сумма затрат может варьироваться в широком диапазоне в зависимости от запросов ребенка и потребительской способности родителей. Скажите, пожалуйста, в какую сумму планируете уложиться? 7-8 может, смотря сейчас же все дорожает. Сейчас ничего вечного нет уже, все надо покупать. Не знаю, в пределах 15, наверное. Подготовка к 10 тысячам где-то обойдется, 2 класс. Итак, в список основных необходимых для школьника принадлежностей входит рюкзак, школьная форма, туфли, спортивная одежда и обувь, канцелярские принадлежности. Подробный список необходимых вещей, дабы избежать ненужных трат, можно узнать в своей школе. Циркуль и калькулятор, например, первокласснику точно без надобности, а вот рюкзак – атрибут обязательный. Рюкзаки у нас 900 рублей, Троицковой фабрики. То есть средний ценник? Ну вот для 1 класса 900 рублей у нас. А так у нас есть по 580, 670 такие, есть дешевые. Рюкзак для школьника почти как автомобиль для взрослого. Показатель индивидуальной крутости и финансовой состоятельности родителей. Магазины предлагают огромнейшее разнообразие выбора, однако главный в этом деле совсем не яркий принт, а анатомические качества ранца. Так называемая ортопедическая спина, специальная мягкая основа, не позволит ученику горбиться и предотвратит нарушение осанки и сколиоз. При этом разброс цен на данный товар действительно впечатляет. Цена сильно варьируется и зачастую непонятно, по какому принципу формируется. Потому подобрать портфель, учитывающий анатомические особенности детского организма, вполне реально и в среднем ценовом диапазоне. Остановим отметку на 1000 рублей. Другую существенную статью расходов составляет приобретение школьной формы. Костюм для первоклассника у нас стоит 2600, и разные возрастные группы есть, и самые дорогие 4600, это московские костюмы мы предлагаем. Есть также рубашки, можно купить от 400 рублей до 1250, тоже разная ценовая политика. Костюмы спортивные тоже есть, от 1200 детские до 3650 взрослые костюмы. Взрослые костюмы вот такой фабричный хороший бишкек у нас по 3000, по 2200 есть, но из дешевой формы тоже есть от 1000 рублей до 1600 дешевой формы тоже есть. Ажиотаж уже с 1 августа идет, очень хорошо. Покупатели идут, покупают форму. Придерживаясь единого стандартизированного подхода, большинство общеобразовательных учреждений нашего города сегодня регламентирует цвет и фасон школьной формы, оставляя другие параметры на усмотрение родителей. Учитывая ускоренные темпы детского роста, приобретать костюм на вырост в перспективе на несколько лет – идея достаточно сомнительная. Сначала костюм будет висеть на ребенке мешком, потом задираться на запястьях. Переплачивать за обновку, которая пробудет в пользовании всего 1 учебный год, тоже не имеет смысла. Итого форма на ребенка среднего ценового сегмента составляет порядка 3000 рублей. Добавим сюда 3 сменные рубашки, 1400 рублей, спортивный костюм в районе 1000 рублей, прочие мелочи вроде носок и колготок еще на 1000, туфли 500 и кроссовки в том же ценовом диапазоне. Итого затраты на экипировку школьника составят порядка 7400 рублей. Переходим к канцелярским принадлежностям.
Не считая вот рабочей тетради, вот простые дневники, простые тетради, ну где-то 1100, 900, где-то так выходит. Пропись не считаем, рюкзаки не считаем, только вот тетради. Ну смотря сколько покупают, бывает же по 50 штук, бывает по 10, по 5 штук. Ну и какой же школьник без букета цветов учителю на 1 сентября? Так, средний букетик хризантем в магазинах нашего города стоит 800 рублей. Итого затраты на сборы ребенка в школу составят в среднем 10,5 тысяч рублей. Информация особенно актуальна для родителей первоклассников. А тем, кто провожает ребенка в школу не в первый раз, полезно провести дома инвентаризацию. Затраты можно несколько снизить, если у вас сохранились вещи, которыми можно пользоваться и в этом году. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. С начала этой недели в Башкортостане началась профилактическая операция «Внимание, дети». Широкомасштабные мероприятия в ее рамках направлены на недопущение ДТП с участием несовершеннолетних. В течение месяца юным участникам дорожного движения будет уделено особое внимание. За 6 месяцев 2017 года в Башкортостане произошло 178 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 10 детей погибло. Еще 185 ребят получили ранения различной степени тяжести. За аналогичный период в нашем городе с участием несовершеннолетних зафиксировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Во всех случаях аварии произошли по вине детей. 3 из них перебегали дорогу в неположенном месте, 1 управлял скутером, не имея прав и защитной экипировки. Стартовавшая в начале недели операция «Внимание, дети» призвана уделить безопасности детей на дороге особое внимание. Это особенно актуально в дни летних каникул, когда ребята много времени проводят на улице. Отсутствие контроля со стороны взрослых, элементарное незнание правил дорожного движения, невнимательность и детская непредсказуемость часто становятся причинами детского дорожно-транспортного травматизма. В целях профилактики подобных ситуаций сотрудники госавтоинспекции разрабатывают комплекс мер, призванных снизить количество автоаварий с участием несовершеннолетних, а также минимизировать их последствия. В новом учебном году инспекторы будут проводить профилактические беседы в образовательных учреждениях города. В ведомстве подчеркивают, что только взаимная внимательность и точное соблюдение ПДД обеспечат безопасность всех участников дорожного движения. Накануне отмечался День памяти Виктора Цоя. 15 августа 27 лет назад ушел из жизни один из самых легендарных музыкантов нашей страны. По прошествии многих лет теперь эта дата отмечается всеми поклонниками его творчества не как День скорби, а как День памяти. В честь этого в парке культуры и отдыха состоялся рок-концерт, где собрались почитатели творчества лидера группы «Кино». Евдокия Титаренко расскажет подробнее. Его голос стал голосом целого поколения. Его песни отражали суровую действительность советского времени. Он стал символом эпохи русского рока. Позже его стали называть последним героем страны. По культурной значимости и массовому влиянию Виктора Цоя поставили рядом с Владимиром Высоцким. Ни один российский артист не был удостоен такой чести. С неожиданной гибелью Цоя так и не смирился ни один из поклонников его творчества. И даже по прошествии почти 3 десятилетий все так же парнишки с гитарой наперевес пишут на стенах «Цой жив». Для многих людей он запомнился как лидер рок-группы «Кино», но в то же время Виктор был обычным парнем, который работал кочегаром в питерской котельной. И то, что легенда российского рока был олицетворением простоты и искренности, сибайским зрителям подтвердил один из почитателей его творчества, а также инициатор рок-концерта Виктор Тюрин, когда-то жившим в Ленинграде и воочию лицезревшим Цоя. Я видел всех музыкантов, легендарных музыкантов, что называется, живьем. Много раз я видел Виктора Цоя. Более того, мы жили буквально в одном районе, он жил на Парке Победы, я жил в авиагородке, это буквально несколько остановок на автобусе. И при желании я могу приехать во двор, где он спокойно выступал во дворе, играл, как все обычные пацаны. Но мы ходили на концерты, которые проводились очень в простой атмосфере, так как мы сегодня решили сделать, вот такая вот неофициальная
вольная обстановка, и тогда делалось то же самое. В любом ДК, в любом клубе буквально рисовались афиши и выступали такие легендарные музыканты, как Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Константин Кинчев, многие другие, и в том числе выступал Виктор Цой. Исполнить песни лидера рок-группы вызвались известные музыканты нашего города. Все они в своем приветственном слове говорили о том, какой неоценимый вклад внес Виктор Цой в культурное развитие нашей страны. Отметим интересный и вместе с тем трагический факт. В тот день, когда по радио сообщили о гибели кумира, 45 поклонников из разных уголков страны от отчаяния покончили жизнь самоубийством. Многие в тот момент потеряли веру в справедливость и смысл жизни, что еще раз подтверждает, настолько сильным было влияние творчества Цоя на людей. В памятный вечер парк культуры и отдыха снова стал местом проведения масштабного городского мероприятия. Вспомнить нетленные хиты лидера группы «Кино» сюда пришли многие сибайцы, от мала до велика. Мы решили почтить память его именно в формате концерта, послушать его песни в новом исполнении, вспомнить этот новый старый стиль, который был всегда очень модный, очень популярный. Были взрывные песни, они пели о том, о чем люди боялись говорить. Это было очень актуально и очень громко и нагло. А сейчас это уже слушается нормально и лояльно. Мы это уже слушаем как классику. Но тогда это было, конечно, прорыв. Вот поэтому сейчас мы снова собрались послушать наших исполнителей, лучших исполнителей нашего города. И реальный живой звук – это очень здорово и очень атмосферно. Если есть нормальная пачка сигарет, значит все не так плохо на сегодняшний день. И билет на самолет перепустим крылья, но взлетая оставляется мне лишь день. Виктор Цой в сердцах тех, кто даже никогда его не видел на сцене, в душах молодого поколения. На концерте памяти Цоя с дебютом выступила молодая сибайская рок-группа «Эксидай». Развиваться как музыканты ребята начали всего около 1,5 лет назад, однако песни зарубежных и отечественных рок-исполнителей полюбились им с раннего детства. Также они с особым трепетом и уважением относятся к Виктору Цою, потому, как признались юноши, дебютировать именно на таком концерте для них большая честь. Мы знаем то, что он начинал тоже очень тяжело, даже приходилось... Музыка раньше в Советском Союзе считались это не работой. Ему приходилось работать в котельной, тяжелым мужским трудом. И вот это вот как-то помогало ему вот с бюджетом, как-то с группой. И они в конце концов своего добились и поднялись. И это очень хорошо. Но жаль, что он рано ушел. Жаль, очень жаль. Поэт, художник, актер, музыкант. Слова его песен находят отражение в сердцах слушателей и по сей день, потому что до сих пор не теряют актуальности. Помимо песен группы «Кино», в этот вечер были исполнены хиты других, не менее известных рок-исполнителей, в частности, песни, посвященные Виктору Цою. Абсолютно все выступления зрители встретили с теплотой, энергией и позитивом. Так прошел концерт, посвященный памяти легендарного, навсегда живущего в душе каждого Виктора Робертовича Цоя. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости среды. Впереди прогноз погоды. Я прощаюсь с вами до завтра. Хороших вам новостей и всего доброго.